Взаимодействие казачьих и горских общин Юга России и Северного Кавказа в современных условиях, социальная и этническая идентичность российского казачества, а также стратегия развития казачьего движения России стали основными вопросами работы Международного круглого стола. Его участники – северокавказские, кубанские, южнороссийские, грозненские и абхазские государственные университеты. Перед началом дискуссии с приветственным словом на каждой онлайн-площадке выступили ректоры вузов, участников мероприятия. Мы дружили, дружим и будем дружить и в мирное время, и, как показала практика, в дни лихолетия. Казаки, горцы Кавказа – это люди, которые внесли огромнейший вклад в то, чтобы не погиб абхазский народ. Это мы никогда не забудем. Я с удовольствием хочу сказать, что тема очень актуальная. В том мире, в котором мы сегодня живем, очень много подводных камней. Но мудрые горцы, мудрые казаки всегда помогали своим народам, тем, которые шли на борьбу. Мы не настроены на борьбу, но нас заставляют все время об этом думать. Важность обсуждения такой темы, как цивилизационные модели казачьих и горских сообществ Кавказа, их опыт взаимодействия и современные практики, в своей речи подчеркнула и президент Южного федерального университета России. Поиск цивилизационной модели – это важная, серьезная задача, и она, конечно, в первую очередь адресована исследователям и академическому научному сообществу. Для научного сообщества очень важно нащупать те тонкие грани, которые, собственно, делают наш мир цивилизованным, которые позволяют поддержать национальные основания, национальную платформу и не потерять ту самую идентичность, которая, собственно, отличает нас от других стран. И в этом смысле подходы, которые демонстрируют ученые Юга России, ученые Северного Кавказа, они имеют достаточно тонкую такую настройку и тонкую организацию, которую мы пытаемся привнести в практике обучения студентов. Для Абхазского государственного университета участие в подобном круглом столе с обсуждением темы казачества и его взаимоотношений с Северным Кавказом является значимым. Как сегодня подчеркивает декан исторического факультета Олег Габеля, казаки Юга России всегда принимали активное участие в истории горских народов Кавказа, в том числе и в период Отечественной войны народа Абхазии. Тема горских обществ и казачества очень дискуссионная и важная тема. И в истории Абхазии тоже. Мы знаем в истории Абхазии много периодов, когда казаки стали по одну сторону, абхазское население Абхазии стали по другой сторону. Это было, например, в 1866 году, когда на Лыхинском выступлении было убито 25 казаков. Они были похоронены на Лыхинской площади. Но после войны Отечественной войны абхазского народа, там же, на Лыхинском поляне, были похоронены и казаки, которые погибли за освобождение Абхазии. И там была построена часовня. Сейчас сложно сказать, кому была построена часовня. Тем 25 казакам или же тем казакам, которые положили голову за освобождение Абхазии. Так что эта тема дискуссионная, эта тема важная. К обсуждению главного вопроса круглого стола участники научного мероприятия приступили сразу после приветственных слов. Доклады по заявленной теме представили студенты исторического факультета от каждого университета. Виола Барганджа, Торни Камичпа, Абазатова.